В комиссию Коми официально были сданы подписные листы инициативной группы, выступающей за проведение референдума о переносе столицы региона из Сыктывкара в Ухту. Представители избиркома приняли 14 999 подписей сторонников референдума. Что любопытно, на самом деле подписи собрали почти в 2 раза больше, более 28 тысяч. Но по республиканскому закону о выборах и референдумах предъявить в избирком необходимо 13 705. Это 2% от общего числа зарегистрированных на территории Коми избирателей. Закон не препятствует большему количеству подписантов, но к предъявлению в проверяющий подлинность подписи орган не более 10% сверхустановленного числа или чуть больше 15 тысяч. Из этого общего количества мы должны проверить 20%. Это получается 2741 подпись участников референдума. Поэтому мы провели эту жеребьевку методом случайной выборки. Сам уполномоченный представитель эти номера, а номера единицей проверки вот этой выборки, единица – это папка одна, то он вытаскивал эти номера, он вытащил 3 номера, 3 папки. И поэтому по этим папкам сейчас мы будем проверять в избирательной комиссии подписи участников референдума на предмет их соответствия всех персональных данных, паспортные данные, домашние адреса, фамилии, имя, отчество каждого участника референдума. То есть предстоит большая работа в избирательной комиссии по проверке этих подписных листов. Для проверки подписных листов будет использован регистр избирателей системы ГАЗ-выборы. Привлекут экспертов, почерковедов, работников управления по вопросам миграции МВД по Коми. В избиркоме отметили, если вдруг обнаружится 10 и более процентов недействительных подписей, референдум может и не состояться. На проверку подписей по закону отведено 10 дней, но ввиду большого общественного резонанса эту работу в избиркоме обещают выполнить быстрее. И сегодня известная телеведущая Ксения Собчак поддержала выбор тех жителей Коми, которые поставили подписи за организацию референдума. О возможном его проведении Собчак сообщила корреспонденту агентства Коминформ. Та отметила, что поддерживает любые референдумы на территориях, потому что, цитирую, «для населения это едва ли не единственная возможность не только поднять актуальные вопросы, но и решить их демократическим путем всенародного голосования». Конец цитаты. Телеведущая порекомендовала населению поддержать организацию референдума и затем, если он состоится, активно принять в нем участие.